Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Удивительные события в вашей жизни. Давайте посмотрим, чему вы скоро будете удивляться. Что вас очень, либо кто вас очень удивит. Загадайте, пожалуйста, на себя. Загадайте, пожалуйста, свой срок. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы руками то, что сейчас у нас скрыто. Так, судя по фрагментам, будет чему удивиться. Давайте пойдем по порядку. Смотрите, здесь вы празднуете победу. Победу в чем-то, либо над кем-то. Все случится просто молниеносно. Да, такая молниеносная смена картинки в вашей жизни. И вы такая в шоке, вы поверить до конца не можете. Вас поздравляют. Ситуация разрешилась, либо в целом закончилась. И вы такая, как это может быть? Слушайте, вы такой тяжелый путь проделали. Смотрите, каждый ваш поступок, каждое ваше действие было не напрасно. Здесь действительно какой-то тяжелый, огромный камень вы сбрасываете не только со своей груди, но и со своей спины. Вы умница, вы молодец. Медаль. Срочно нужно вам за это медаль. Невероятное событие. Фурор. Это идет фурор. Люди, которые в курсе ваших событий, либо наблюдают за вашей жизнью, все будут аплодировать стоя. Прорыв, победа, достижения. Молодец. Что тут можно еще сказать? Просто вы так немножко растеряетесь, да, трудно будет принять, трудно будет поверить. Но победа идет. Победа, достижение, разрешение. Опять же, вы все разные. Каждый в своем скинет с себя ненужный баланс, либо тяжкую ношу, да, бремя каких-то проблем. Может быть, есть человек, с кем вы пикировки состоите на ножах, закончится вашим триумфом, закончится вашей победой. Молодец, что сказать. Так, еще я вижу какое-то приобретение. Приобретение, либо обретение. Может быть, вы сами себе купите, может быть, кто-то для вас купит, а может быть, вы в дар получите. Да, здесь что-то у вас новенькое появляется. Это может быть одежда, это может быть какой-то предмет, это может быть как девайс, да, что-то, что вы можете использовать, либо то, что вы будете использовать, и то, что будет приносить вам радость. Этой вещи будете безумно рады, потому что она действительно прям как под вас сделана, либо для вас сделана. Если это одежда, просто идеально будет сидеть, и вы прям красоточка. Если это какой-то предмет, если это какой-то, может, механизм, да, какой-то агрегат, просто, оно мое, оно мне помогает, я ему радуюсь. Что-то хорошенькое прям придет. Скрасит вашу жизнь. Улыбаться будете этому. Каждый раз, когда будете одевать, либо пользоваться, всегда будете улыбаться. Нужная вещь, давайте так назовем. Так, еще с левой стороны. Кому-то вы обратитесь, не имея при этом ни единой, даже милипюсенькой надежды, что вам ответят. А вам сразу и ответят. Либо для вас что-то возьмут, да и сразу сделают. Вы такая, ничего себе, разве так можно было? Ох, как у вас все быстро работает. Но сразу хочу сказать, здесь просто стечение обстоятельств идет. Приятное стечение обстоятельств для вас. Вы обращаетесь, ваше обращение сразу попадает туда, куда надо, либо к тому, кому надо. Человек такой, сейчас сделаем, либо сейчас выполним. Да, как-то быстро все решится. Вы такая, Но смотрите, вы кому будете рассказывать, предупреждайте, что ваш случай, он уникальный.
так, как получится у вас, у других не получится. Здесь 100% не получится. Так, еще я вижу мужчину. Мужчина с чем-то. Скорее всего, с какой-то монетой, с деньгами. Мужчина вам за что-то будет предлагать деньги. У одних отыграется, что за что-то. Он вам говорит, да, вот тебе деньги, а ты мне то-то. Либо что-то сделай для меня, либо отдай, продай. Может быть, просто уступи. А у других отыграется, что этот мужчина вам несет деньги. Может быть, он ваш должник. Может быть, он вам эти деньги должен. Смотрите, его появление и вот это предложение прям вам голову скружит на самом деле. Вы такая, как чудесно, как замечательно. И вообще, кто бы мог подумать. Но он такой, знаете, шустрый мужичок. И действительно, он хорошую деньгу вам несет. Либо предложение очень крутое идет, там буква еще вверху. Хорошее начало ваших взаимоотношений. Либо хорошее продолжение ваших взаимоотношений. Месяц ярко светит в вашу сторону. Месяц молодой. Сны, интуиция, умение видеть и слышать более, чем видят и слышат другие. Тут вы и сами себя удивите этой способностью. Начнет раскрываться ваш дар, а у других прям всех будете вокруг удивлять предсказаниями, умением предвидеть, умением понять, да, понять, что для других недоступно. Но ярко светит, ярко. Ну, видите, идет информация, значит, будет. Единственное, что, конечно, с левой стороны, это же прям совсем неожиданно для вас будет, но будет. Так, еще паук, который запутался в собственной паутине. И такое бывает. Кто-то плел паутину, интриги, какое-то, знаете, давление, абьюз, возможно, даже манипуляции. Вот такой хитрый паучок, паучиха, либо паук, может и мужчина. Сам же запутается в своей паутине. Лапки все склеились, висит, болтается. О помощи громко просит. Причем о помощи будет просить всех, и все отвернутся. Никто не придет помочь этому пауку. Ну, видите, как был бы честным, порядочным пауком, ничего бы этого и не было. Ну, человек сам себя загнал в такие проблемы. Для вас будет удивительно, что человек вроде такой хитрый, матерый, ловкий, такой жонглер, да, фокусник, а сам же и попадется. Скажете, фу, а я-то думала, тьфу на тебя. Да, тут и смешно, и грешно получается. Так, еще мне показывают женщину очень хитрую, такую, знаете, коварную. Она ради денег готова на все. Даже маму родную продать готова. Вот лишь бы денег ей дали. Она на деньги вообще когда голодная. Да? Дайте мне денег. Денег мне дайте. Просто до умопомрачения. Понимаете, может и сознание теряет, когда сумму денег видит. Перевозбуждается. Эта женщина денег такие и лишится. А может быть даже и в долги попадет. Такие неподъемные, такие страшные. Вот то, чего она так сильно жаждала, да, хотела, вот ей было это нужно, вот она как раз-таки этого и лишится. Лишится. Для нее это будет такой удар. Ударище. Ударище. Мало того, я рядом вижу мужчину с ней. Это может быть муж, возлюбленный, также может быть сын, но взрослый, например, да, взрослый сын. Вот они вдвоем туда попадают. В какую-то финансовую кабалу, лишаются всего и сразу. Причем в один момент. Там очень жестко все будет. Может быть, вы знаете эту женщину, может быть, она как и на вас влияла, либо вы от нее пострадали, но вы не знали, что она, например, чем-то нечестным занимается, либо как подпольной какой-то деятельностью. Но там прям жестко будет. Жестко, не по-детски. И это такой удар, от которого она точно не оправится. Хотела денег, потеряет все. Знаете, как говорят, по миру с протянутой рукой пойдет. Может и того хуже, в долговую яму попадет. Так, еще я вижу человека, который рядом с вами. Рядом с вами. Может быть, живет рядом с вами. Может быть, работает рядом с вами. Может быть, вы в одном кругу, ну, как друзей общаетесь. И давно вы этого человека знаете. Давно он у вас перед глазами крутится.
Ну да, как-то общались, либо просто виделись, здоровались. У вас никогда и мысли не было, что этот человек на вас залип, на то, что человек вас любит. И для вас это будет таким ужасом, либо таким шоком узнать, что все это время этот человек вас любил, и только о вас думал, и только о вас мечтал. И вы такая: о боже, что с этим делать? Но я так понимаю, что этот человек вам сам в этом признается. Знаете, вот как боль свою, что ли, сердечную откроет, скажет: вот столько лет я тебя люблю, я не могу к тебе подойти, я не могу признаться. Тут прям еще дилемма будет, да, как правильно теперь поступить. Это же как обуза даже идет, да, вот вы жили себе прекрасно, да, жили, поживали и никаких проблем не знали. Теперь выясняется, что ваш лучший там друг, либо коллега, либо сосед вас там десятилетиями любит. Ну вот как теперь мне жить, как на тебя теперь смотреть? Вот раньше было хорошо, а сейчас большой вопрос. Да, вот прям признается, как обрушит на вас все эти свои трагичные чувства. Так, еще кому-то ехать куда-то придется. Ехать далеко. Птица крылья расправила, влево смотрит. Вот там зигзаг еще есть. Может быть, даже как с пересадками. Может быть, даже пересадки, еще разные виды транспорта. И прям, может быть, даже несколько дней ехать. Вот как придется. Придется. Во-первых, удивит то, что придется. А во-вторых, удивит, что вот такая дорога сложная. Такая проблемная, да, вот нет какого-то прямого сообщения, что вот сел, например, в поезд и доехал, либо сел на самолет и долетел. А здесь какие-то еще зигзаги придется проходить. Ну, надо, значит поедете, полетите. Птица, в принципе, светлая, и зигзаг, он не такой уж и сложный. Дорога идет. Так, здесь мне еще показывают предложение. Рабочее, либо по работе. На работе может быть даже предложение. Но предложение такое, знаете, скорее всего хитрое, как хотят использовать вас. Ну типа ты все делай, а мы тебе платить будем кошкины слезы. Но ты делай, спасай нас. Предложение, скорее всего, вас обидит. Ну либо заставит задуматься о том, что я тут делаю, с кем я работаю. Господи, на кого я время трачу? Прям вижу, у кого-то из вас так и отыграется, что вы так сильно впечатлитесь, так обидитесь на такое предложение. Возможно, даже как уволитесь и чем-то своим займетесь. Найдете свой путь и либо наконец-таки своим путем пойдете. И так может отыграться. Но вот действительно обидят вас этим предложением. Обещают много работы и просто минимум оплаты. Вы такая: вы в своем уме? Нет. Да, это будет обидно. Но зато, смотрите, вы либо лучшую работу находите, либо действительно начинаете каким-то своим делом заниматься. Это хороший момент. Так, еще вас удивит момент примирения. С кем-то вы очень сильно поссорились. Ссора уже произошла. Возможно, даже давненько произошла. Может быть, вы уже об этом забыли, либо стараетесь об этом не думать. А вот человек постоянно об этом думает. Человек просто ищет и рыщет способ, чтобы с вами примириться. Возможно, какого-то человека третьего привлечет, как, знаете, посредник будет. Кто-то придет и начнет вас уговаривать. И говорит: ну зачем ты поругалась? Ты понимаешь, что это плохо, надо помириться. Там начнут рекламировать того, с кем вы поругались, либо расхваливать. Вас могут ругать и говорить, что ты слишком жесткая. Да, так нельзя. Да, посредник, который пытается вас помирить. Вы сначала не поймете, потом как поймете, так и смешно станет. Но я не вижу, чтобы вы зла держали на того, с кем вы поссорились. И не вижу, чтобы вы сильно переживали из-за этой ссоры. Ну, посредник, я думаю, вас помирит. Так, одна корона на двоих. Почему-то и мужчина, и женщина в короне, но в одной. Но обычно такими моментами венчание проигрывается. Возможно, ваш мужчина вам будет делать предложение
повенчаться, либо вы ему сделаете предложение повенчаться, он сразу согласится, скажет: а я не против. Кстати, еще по коронам могут проигрываться какие-то совместные успешные дела, либо совместные успешные достижения. Но здесь именно и мужчина, и женщина. А корона, она одна, сразу на 2 головы идет. Но вам не тесно, вам подходит такой вариант. Но вот если венчание, либо вот именно религиозный обряд соединения 2 любящих сердец, он просто идеально, очень красиво идет с правой стороны. Это принесет вам удачу, это принесет вам благополучие и укрепит вашу любовь. Так, самый Венце. Какой-то удивительный праздник вас ждет. Может быть, это ваш праздник, да, у вас день рождения, либо в вашем доме, у ваших близких будет день рождения. Может быть, это чей-то день рождения, да, чье-то праздничное мероприятие. Но вы так здорово погуляете, вам так понравится, прям удовольствие неземное получите, что-то хорошее произойдет на этом празднике. А если вы незамужняя девушка, молодая, и нет у вас парня, скорее всего, с этого праздника вы уйдете вдвоем. Да? Вы там свою судьбу встретите. Либо мужчину, с кем вам захочется связать свою судьбу. А вот если вы мужчина, не женатый, свободный, холостой, то вы там какого-то партнера найдете. Человека, который, как вы, честный и открытый, который в вас поверит. Может быть, как сотрудничество у вас очень успешно образуется. Но вот вижу, что человек идет на какой-то праздник, либо устраивает праздник. И вот с праздника веселый, активный, но вдвоем. Да, радость от того, что я кого-то встретил, с кем-то познакомилась. Ну, хороший момент, добрый момент. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.